Во время произнесения имамом хутбы присутствующие должны молчать, слушать имама и не разговаривать. Разговаривать запрещено. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал в хадисе, что человек сможет получить прощение своим грехам, которые он совершил за неделю, лишь при том условии, если будет молчать во время речи имама. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находясь на минбаре, прочел аят из Корана. Тогда сподвижник по имени Абу Дарда обратился к сидящему рядом с ним Убей ибн Каабу с вопросом: «О, Убей, когда был ниспослан этот аят?» Убей же отказался разговаривать с ним. Тогда Абу Дарда повторил свой вопрос, но Убей вновь промолчал. Когда же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закончил проповедь и спустился с минбара, Убей сказал: «От своего пятничного намаза ты получил только пустословие». После молитвы Абу Дарда пошел к пророку и поведал ему о случившемся. И пророк сказал ему: «Садака Убей, иза сами'та имамака ятакаллам, фаансит хатта яфруг». Убей прав. Когда ты слышишь речь имама, то молчи, пока он не закончит. Нельзя говорить другому даже слово «замолчи». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза культа ли сахибик ансид яум аль-джум'a, валь имаму яхтуб, факад лагаут». Если ты в день пятницы, в то время, когда имам произносит проповедь, скажешь тому, кто находится рядом, «замолчи», то произнесешь пустое и лишнее. Казалось бы, остановить того, кто разговаривает во время хутбы, и сказать ему «замолчи» – благое дело. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал это пустословием. Что тогда говорить о других словах и разговорах? Если кто-то из присутствующих разговаривает во время хутбы, то можно остановить его знаком, жестом. На это указывает следующий хадис. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стоял на минбаре и произносил проповедь. Вдруг один человек встал и сказал: «О пророк Аллаха, когда наступит судный час?» Пророк промолчал, а люди стали подавать знак этому человеку. Знаки жестами, мол, садись. Он же не хотел садиться. Еще одна ошибка людей, входя в мечеть во время хутбы, приветствовать имама или присутствующих. Говорить громко «саляму алейкум». Это ошибка, потому что хутбу нельзя прерывать речью, даже если это приветствие. Тот же, к кому обращаются с приветствием во время хутбы, должен ответить либо жестом, знаком, либо перенести ответ на это приветствие на время после окончания хутбы. Точно так же, если имам во время хутбы произносит слова мольбы и дуа, не нужно говорить «аминь» вслух, лишь только про себя. То же самое касается и просьбы благословения для пророка при упоминании его имени. Салят следует произносить про себя. Также не дозволяется, приходя на намаз, пробираться сквозь ряды, шагая через людей, и не дозволяется разделять двух рядом сидящих людей. Протискиваться между ними, конечно, если только между ними нет свободного пространства. Однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил проповедь, в мечеть вошел человек и стал пробираться вперед над головами людей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Иджлис факад азейт». «Сядь, ибо ты досаждаешь». В одном из хадисов сказано: «Ваман лага, ватахатта рикаба нас канат лагу зухра». Кто станет пустословить и шагать через людей, то пятничная молитва станет обыкновенной полуденной молитвой. То есть этот человек лишится тех особых наград, особого прощения грехов, которые полагаются за пятничный намаз. Во время хутбы нельзя заниматься какими-то посторонними делами, совершать лишние движения, в которых нет нужды. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал тому, кто наилучшим образом совершит малое омовение, потом явится на пятничную молитву и станет слушать хутбу, храня молчание, тому простятся его прегрешения, совершенные им между этой и предыдущей пятничной молитвой, а также в течение еще 3 дней.
А тот, кто перебирает рукой камешки, то он занимается лишним, пустым делом. Дело в том, что во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пол его мечети был покрыт мелкими камешками. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил перебирать их во время хутбы, потому что это отвлекало людей от внимательного прослушивания проповеди. А слушать ее ваджиб, то есть обязательно. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сообщил, что это лишнее действие лишает человека награды за пятничный намаз. И его намаз становится подобным ежедневному полуденному намазу, зугар, уиле. Если человек во время проповеди начинает чувствовать сонливость, если его одолевает сон, то ему желательно поменять свое место. Или поменяться местами с соседом, потому что это движение разгоняет сон. В хадисе сказано, если кого-либо в день пятницы начнет одолевать сон, пусть сядет на другое место. Пятничная проповедь дает человеку духовный заряд и пищу для его сердца на всю последующую неделю. Вот почему так важно внимательно слушать проповедь. А имамам важно проводить ее на высоком уровне, прилагать все усилия, чтобы хутба была по-настоящему полезной, чтобы она побуждала к деяниям, угодным Аллаху, чтобы она предостерегала от многобожия грехов, чтобы она учила религии. Произносить ее нужно от сердца, громким голосом. В хадисе сообщается, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к людям с проповедями, то его глаза краснели. Голос становился громким. Он говорил с чувством, как человек, который предупреждает других о приближении вражеской армии, который говорит, враг придет к вам утром или враг придет к вам вечером. По этой же причине не следует, сидя в мечети, принимать такие позы, которые способствуют засыпанию.